На хоккейных площадках Чувашской республики проходят отборочные этапы соревнования всероссийского масштаба «Золотая шайба». Сегодня за первое место боролись команды «Скала» и «Спартак», за третье место «Буйволы» и «Полтинник». О том, какой накал страстей был на матчах и кому удалось победить, расскажет репортер Милена Алексеева. Ей слово. В Ледовом дворце Чебоксары-Арена идет финал «Золотой шайбы». На катке соревнуются юные хоккеисты из сборных команд города Чебоксары. Победители игры будут защищать честь Чувашской республики во всероссийском этапе. Состязания юных хоккеистов проходят как среди городских команд, так и среди сельских. Городские соревнуются в 4 возрастных группах – младшей, средней, старшей и юниорской. Сегодня прошли решающие матчи старшей группы. На катке собрались сильнейшие команды. Игра была насыщенной, а победа достойной. Трудно очень. Боролись до конца. Сначала шли с равным счетом, потом получилось удвоить преимущество и одержали победу. Ни для кого не секрет, что для того, чтобы быть первыми, нужно много заниматься. Игроки рассказали, что тренируются 4 раза в неделю. Однако для победы этого недостаточно. Все команды, все достойны, но у них какие-то были проблемы с защитой и начали ругаться, когда много пропускали. Всегда должна быть дружба в команде. Большую роль в победе команды играет и тренер. К примеру, наставнику команды «Полтинник» всего 17 лет. Когда-то он и сам играл в этой команде, а сейчас уже 2 года тренирует юных хоккеистов. Сегодня их общая задача – завоевать 3-е место. Я считаю, нужно быть с ребятами на одной волне, поддерживать их и где-то помочь им как-то, как старший брат, можно так сказать, просто подойти, поговорить с ним, помочь ему, узнать, какие проблемы у него есть. Тогда будет сплоченность в команде, и думаю, ребята, тогда получится хорошая команда, слаженная. Вот сейчас мы могли увидеть это на льду, ребята сложились вместе, собрались и выиграли. За первое место боролись команды «Спартак» и «Скала». Победу одержали спартаковцы. Счет 4-3. Победителям 100 тысяч на покупку спортивного инвентаря. Как вы знаете, в хоккей играют настоящие мужчины. Это хороший вид спорта, который делает ребят спортивными, патриотичными. И для этого в нашей республике немало делается. В сельских районах строятся хоккейные коробки. Буквально не так давно был введен в эксплуатацию региональный центр по хоккею, на базе которого проходят семинары для специалистов, для тренеров по хоккею. Также проводятся мастер-классы и тренировочные сборы для ребят. Команда, одержавшая победу сегодня, отправится на первый всероссийский этап в Нижегородскую область, деревню Большой Суходол. Милена Алексеева, Маргарита Мельникова, Бахтияр Велиев, Республика.